хорошая погода, ребят, март месяц. Сегодня занимаюсь домашними делами. Наконец-то добил дрова, расколол. А так, не спешонько получается, за 3-4, наверное, подходика раскололи дровишки. Вот у нас получилась телега дров. Ну вот сколько поленец? Раз, два, три, четыре, 5 поленец. Многие ребят спрашивали: Андрюха, что за баня дрова? Куда это, в баню вы топите или что? Нет, ребят, это отопление нашего дома, потому что мы живем в деревне, у нас печное отопление. Просто многие не знают, ребят, так подытожу немножко. Каждый год мы заготавливаем дрова, привозим, кто-то пилит сам возле дома, кто-то заказывает колотые дрова, кто-то колет как бы дома. Все в зависимости, ребят, от копеечки. Живем в тайге, ребята, платим, причем не маленькие деньги, чтобы дома было тепло, хорошо. Вот покажу сейчас со стороны, ребят. Вот у всех трубы получается. И вот получается, ну не знаю, ну вот в морозы, допустим, топим 2 раза, утром и вечером. В такую среднюю температуру протапливаем 1 раз. Ну, соответственно, если ветер, то тоже 2 раза топим. Короче, ребят, каждый год занимаемся вот этой движухой. Ну да ладно, ребят, дела сделаны. Сейчас затоплю баню. Сегодня, ребят, балдею, отдыхаю. Ну и вот вышел немножко размяться, так скажем, дровишки паковать. И, ребят, хочу закоптить окуня. Недавно ездили на рыбалочку, добыли немного окуня. Хочу сегодня подзакоптить так немножко, потому что сегодня баня, ребят. Возьмем хмельного. Ну и посидим вечером, отдохнем, ребят. Ничего сложного. Простая домашняя коптилка, покупная. Сейчас немного все, ребят, расскажу и покажу. Хотел, ребят, разжечь мангал, так как все процедуры делаю на мангале, как бы не жгу костра. Ну, сегодня хочу сделать на финской свечке. Вот попалась сушина у меня в возе, получается, наших дров. И вот сейчас пилой распилил, соответственно, вот финская свечка у нас готова. Классная штука. Люблю готовить. Вот мы с парнями часто выдвигаемся. Если добываем сушину, то постоянно заготавливаем финские свечи и готовим прямо на них. Очень классная вещь, ребят. Кто не знает, пользуйтесь такими методами вообще. Если есть бензопила, то вообще в 3 секунды сделал, и у вас портативная печь, газовая плита, и без разницы. Очень классная вещь, ребят, рекомендую. Соответственно, чурка сухостоя, сделаны продольные надпилы, так скажем, не до конца, чтобы не разваливалось. Но чем больше, соответственно, надрезов, тем кислород гуляет больше, и пламя, соответственно, будет больше. Вот такая печечка. Вот она, аж звенит, ребят. Вот мы ее растопим, и у нас будет, куда мы поставим коптильню. Правда, немного не по уровню. Сейчас потом выставлю чурку, вот вторую специально оставил для вот этих дел, чтобы было примерно ровно. Но пока, ребят, займемся окунем. Не знаю, может ветер в камеру, потому что на улице ветер присутствует. Вот наши чернявенькие окуньки. В количестве там десятки штук. Ну, я думаю, достаточно сегодня будет нам сходить в баню, кайфануть. Ребят, ну, очень просто, совсем очень просто. Когда-то заморачивался, добавлял там лимон, не лимон, ребят. Ну, это можно, но также получается вкусно. Это соль. Единственное, что я добавляю пряную соль, допустим, у нас с чесночком. Я люблю немного поострее, как-то, знаете, своеобразный вкус. Соответственно, просто солим обильно. Рыба пойдет к пиву, так пересолить не надо бояться, потому что чуть-чуть даже соленое, это будет наоборот вкусно. Сейчас мы немного сверху, и потом каждого окуня я немного, ребят, просолю внутри. Единственное, что, ребят, какой маленький совет: при разделке окуня дайте немного ему полежать на ветру, я не знаю, на полотенце влажном, в салфетке, я не знаю, потому что, ребят, окунь должен быть не сырой, а немного такой суховатый. Тогда рыба получится копченая, не вареная. Это, ребят, большой плюс. И многие не знающие коптят прямо сырую, ребят, это сырая такая вареная копченая рыба получается. Вот это немного неправильно. Обычно, ребят, добавляю просто перец, но здесь от Славки был подгончик, вот такой 7 смеси перца я называю, потому что тут, ну, тут много чего. Тут и паприка, ребят, и разная тема. Вот я немного добавлю к нашей рыбе. Просто вот так обильно. Будет такой цвет интересный. Классно получится. Ну вот, крышки нету, но есть пищевая пленка. Мы обратно ее оденем. И просто
перетрясем. Ну все, ребятки, окунь у нас вот так обильно проперчился, просолился. Вот мы можем его даже оставить на ветре. У нас ветерок сегодня такой не маленький. Пускай рыбка маринуется, а пока займемся финской свечкой. Разжечь ее можно легко вообще, можно наложить стружечек, разгорится. Коры можно насувать туда, без разницы. Ну, мы возле дома, есть бензин, ребят, быстренько, легко. Сейчас прыгнем и разожгем. Так, здесь у меня вот как раз пила. У меня рюкзак под пилу, в походы я и гоняю. Сейчас прям в центр туда ливанем. Кто-то названивает. Все. Немного достаточно. Коты ругаются уже по-весеннему, мурчат. Все, ребят, финская свечка схватилась. Сейчас бензин прогорит и нормально будет. Так, что у нас с коптилочкой? Я давно ее, ребят, не доставал. Старая моя коптилка. Вот тут видно какие-то еще у нас продукты. Ну, сейчас мы это все дело почистим. Так, это у нас старые угли. Можно на огород высыпать. Ну и все, в принципе. Коптилочка готова. Стружку, ребят, использую покупную, но часто заготавливаю сам. Это ольха. Конечно, можно и березу, точнее березу, яблоню, вишню, без разницы. На такое количество окуня нам столько будет достаточно. Сейчас возьмем нашу решеточку. Коптильня уже повидала, конечно, делов. Ну и все, в принципе, готово. Одной решетки нам будет достаточно. Ребят, ветер горит моментально быстро. Единственное, что дам рекомендацию какую-то небольшую. Можно под коптильню или под котелок, или под сковородку что-то подкладывать. Допустим, не просто плашмя ложить. Если на реке, можно положить пару там 3-4 камешка, чтобы плоскость был проход воздуха, и тогда будет вообще классно получаться. Ну, сегодня ветер, нам ничего не понадобится, поставим просто плашмя, так что нормально. Можно закладывать рыбку, я думаю. Коптилочка у нас готова, свечка готова, работает. Таким образом, ребят, положим окуня. Окунь не крупный, но поверьте, ребят, к пиву. А если это сделать на рыбалке, то это будет вообще здорово. Коптильни разные, ребят. У меня это покупная, есть походная. Это получается медицинская бикса, или как она называется. Она вообще маленькая. И вот брать с собой в походу ее одно удовольствие. Ну, я говорю, вот у нас в один слой все влезло. Все получилось. Вот так, ребятки. Красота. Я думаю, красота. Так. Закрываем крышкой, ребят, и буквально на 20 минут. Опа, прям по центру. Все, ребят, отлично. Очень красиво, ребят, получается. Никаких углей, никакого костра. Вот просто в домашних условиях. Даже в домашних условиях это классно получается. А если на рыбалке, так вообще шикарно. Прошло минут 7, процесс пошел. Вот, ребят, уже начали у нас покрываться таким золотистым слоем. Нормально. Еще минут 15, и все будет шикарно.
Ребят, хоть и солнышко по-весеннему, но совсем не душно, минус 5. Пока у нас все это дело томится, готовится. Предлагаю 50 капель, ребят, за здоровье. Против коронавируса, ребят. Какая-то беспонтовая эпидемия, блин, в таком нашем современном веке, ребят. Но это не здорово, ребят. Давайте будем живы, здоровы. Короче, ребят, за здоровье. Давайте, братва, ваше здоровье. Так, ну что там у нас? Прошло минут 15, наверное. Финочка уже изрядно, ребята, подгорела. Ну, приготовить суп на одной финке вообще спокойно. Даже такой долгожданный, долгий суп, час-полтора, возможно, она будет гореть. Все зависит, ребята, от пропилов. Чем меньше пропилов, тем финка горит долго. Ну и, короче, можно приготовить, ребят, долгие блюда. Посмотрим. О, братва. Шикарно. Ну, немножко еще, ребят. Буквально 5 минут и будет огонь. Ну что, ребят, 20 минут прошло. Можно снимать. Опа. Вуаля. Ха-ха. Что, ребятки, красота, да? А если, ребята, это на льду сделать, там, я не знаю, на рыбалочке, это будет вдвойне приятно вообще. Надо иметь просто пилу и какую-то сушину. Вот и все. Сейчас немножко остынет. Соберем нашу вкусняху и отведаем. Что, снимаем? Окушки, ребятки. Копченые, как семечки. Что можно сделать, ребят, с окунями, когда их каждый рыбак и знает, что это чешуйки, это их не самая такая приятная вещь. Ну, когда, ребят, можно просто разделать, убрать кишки, чешую убирать не надо. Все, ребят, делается все быстро и красиво. О, как раз крупненький. Сейчас мы его отведаем. Ну что, братва, попробуем, что получилось. 50 капель. Вот, ребят, смотрите, шкура снимается, а мясо у нас остается. Конечно, это не трофейный окунь, но кто любит ковыряться, ребят, тот поймет. Отлично. Ваше здоровье.